Смотрят, дети неприкаянные. Вот школа, детей-то много. Решила собрать деток, такой как кружок сделать. И большой проблемой было то на тот момент, что, в принципе, дети не знали ни культуры, ни традиций, потому что родителям было немножко не до этого. Условий нет. Никто нас никуда не пускает, вот где-то даже позаниматься. Мы когда переехали, у нас было всего 2 комнатки. Там же кухня, там же спальня, там же много родственников, которые приезжают, уезжают. То есть, и там вот были вот эти все дети. А ничего нету, костюмов нету, как бы ни обуви, ну, ничего нет. И помню, мы поехали, тогда еще был центральный универмаг в Симферополе, там были столы раскроя, анашки все со своих сундуков вытягивали эти ацетатные шелка разных цветов, купили всем чешки, фесок нет, из чего их сделать, бархата нету, ничего нет. В том же центральном универмаге продавались бархотки для чистки обуви, для натирания бордового цвета. Мы их покупали, мы их распарывали, мы обшивали вот это лекало фесок, сшивали фески и делали настоящие монеты. Брали двушки и десюльки. Мы организовали такой вечер, естественно, она там всем этим руководила. Называется «Давайте познакомимся, Тана Шулайк». Куда были приглашены, естественно, все жители села, ну, наши крымские татары и руководство. Были накрыты столы, ну, было весело, было интересно. У многих открылись глаза, оказывается, не все так страшно от того, что они приезжают. Каждый из дому, что было, то и дал. Миндерлер, потом пешкерлер, кубетелер пеклись. Штук 9-10 разновидностей у нас было кубете. Рамет Лебетан, это Анашкина мама. Но она уже тогда была достаточно в преклонном большом возрасте. Ну, ее как картинку посадили на этот топчан, дали дермен в руки, марама, все это. Она весь этот фестиваль, который она проревела. Потому что она даже представить не могла, что когда-то наступит такой день, что она будет сидеть на берегу Салгира, крутить дермен, вокруг будет звучать наша народная музыка, и к ней будут подходить старожилы, которые еще до войны здесь жили в Крыму, и будут петь наши песни. Bu adam pek güçlüydü. Her bir taraftan. Ruhu, özü, imanı. Lütfiye mektepte okuyanda 10. sınıfta 3 kere paraşütle samolyotdan sekirgen edi. Bu epizod men onu bilgen son mağa aytgan edi. Pek gururlandım onun. Çünkü bu irade gerek. Güçlü irade gerek bu. Lütfiye bir vakit boldurdum demek. Ona söz yok idi. Çünkü o bu balalarını severdi.
ballarga aşlaydı, namusluk, buna milletimizin bütün tabiatını ballarga aytaydı, öğreteydi. Lütfiye'nin başlığında bu oyun ansamblı büyük, tımtız yerden ösüp büyük galibe kazandı. Ben özüm canı yürekten yardım ettim sahnada dekorasyon yapmaya. Çünkü ben zanaatım ressam. Это такая была школа, как вот, я не знаю, даже к тому времени, как школа развития для ребенка. Это не просто танцы или не просто театральные какие-то постановки. Это не просто был там руководитель ансамбля. Это наша была мамочка, наш психолог. С ним было таких ситуаций, когда, например, она не находила тех нужных слов, чтобы нас поддержать, и чтобы вот с ней можно было найти выход из любой ситуации. 1 сентября Лютфия сделала 2 номера для школы на 1 сентября. Ну, я посмотрел на это все. Что-то меня так впечатлило это все. И я пойду. Пришел домой маме, говорю, я пойду. Ее хватало на всех. Ее силы, ее духа хватало настолько, еще можно было, я не знаю, целый город завести. Первый раз, когда я попала на концерт, у меня такие впечатления были, я вернулась домой, ну, я хочу, чтобы мой ребенок занимался, очень хочу. Я бесконечно благодарна этой женщине, это была душа просто. И я думаю, что она для Мазанки много для нашей сделала.